По большому счету, мне все равно, где играть. В квартире, клубе или зале на 10 тысяч человек. У меня есть возможность играть, я играю. Нет такой возможности, я готов играть бесплатно. Это отрывок из интервью, которое в 1988 году дал легендарный музыкант и певец, автор множества песен Виктор Цой. Его творения пользовались особой популярностью среди молодежи. Сдержанный и лаконичный внешний образ Виктора Цоя завораживал всех, а глубокие тексты пронизывали до самых потаенных мест души. Цой никого не оставлял равнодушным. О нем знали во всех концах необъятной России, в том числе его творчество обожал маленький паренек с крайнего севера. Петр Погадаев – сын потомственных оленеводов. Все его детство прошло в тайге, среди снегов, пастбищ и оленей. Но в этих суровых условиях он всегда думал о своих самых родных и любимых людях – братьях, папе, маме. И, конечно, в его голове всегда звучала музыка. Если есть стадо, есть пастух, вот это. Если есть тело, должен быть дух, вот эта песня. Второй куплет песни, она как раз мне напоминает это вот в тайгу, и вот это у меня очень порой в голове появляется мысль, напевается. Если есть стадо, есть пастух, если есть тело, должен быть дух. Если есть шаг, должен быть след. Если есть тьма, должен быть свет. Каждое лето, как любой ребенок из семьи оленеводов, на лето уезжает к родителям помогать на оленстадо, пасти оленей. Вот. Так у нас каждый год. Мы с братьями и с родителями отправлялись на пастбище на полгода до осени. Там мы, конечно, закалялись, учились, находились наедине с природой, ближе. Я не помню, чтобы кому-то было трудно, всем было интересно. Моим братьям было неинтересно сидеть дома постоянно. Постоянно куда-то ездить на охоту, там, на рыбалку. Не было такого, чтобы кто-то уставал прямо сильно. Ну, конечно, были моменты, когда ты каждую ночь идешь на ночную смену пасти оленей, устаешь. И были такие психологические, немножко морально усталости. Вот. А так не было такого, чтобы кто-то жаловался. А наоборот, все хотели куда-то ездить постоянно. Не было такого, чтобы мы боялись где-то по одному ездить в тайгу. Там. Один ребенок даже мог просто ездить и пасти оленей. Ну, олень для человека это вообще, можно сказать, какой-то алтарный такой священный вот этот животное благородное, без которого оленевод не был бы оленеводом. По древнему эвенскому преданию белый олень считался священным животным, приносящим счастье, так как он символизирует жизнь, любовь и гордость эвенов. Поскольку тундра и тайга не самые благоприятные места для жизни людей, то именно олени питали, согревали и перемещали представителей коренных народов. Поэтому олень почитался как сакральное животное. Порою он даже вызывал священный ужас. Но дети тундры не особо их боялись, ведь, обуздав оленя, в конечном счете он навсегда становился их другом. Когда ты учишь оленя, он тебя бросает, если бросит на речку, на камни туда, если бросить там. Это обучение оленя верховому. Вот это, конечно, всегда такие моменты опасные. Олень может, всякое может. Он же выносливый, быстрый, сильный. Поэтому с ним всегда было очень тяжело. То есть приучить к себе. Олень не доверяет человеку не так хорошо. Поэтому борьба с оленем, агрессия, это такие моменты очень, падения вот эти очень
тяжелые. В преданиях эвенов было и еще одно почитаемое животное. Культовое поклонение медведю породило у жителей много легенд и запретов. Так, например, эвены считают, что над медведем нельзя насмехаться, ругать, причинять ему страдания. Нарушение этих запретов грозило человеку несчастьем, болезнью или неудачей на охоте. Всегда соблюдали традиции. И есть у нас хозяин тайги, медведь, которого можно опасаться в какое-то время, если там нет грибов, ягод, то мы, конечно, опасаемся больше медведя. Громко говорить, да, имя его нельзя о нем говорить. Типа он слышит, было такое, а как я всегда думал, как он далеко слышать может свое имя и придет, там тебя там заберет. Есть такое, были такие моменты. Всегда мы оставляем что-то, закапываем в землю, и там какие-то части, которые шею крепкие, которые мы не можем жевать там, допустим. Вот. Практически всегда оставляем хозяин тайги и нашим воронам, которые нам дают знаки, где находится дичь или животные, звери, на которых мы охотимся. Тоже мы им оставляем, да. Пока Петр со своими братьями Альбертом, Станиславом и Валерием бродили по лесу, охотились или пасли оленей, дома их всегда ждала мама. Практически всегда мы, как уезжали, допустим, либо с папой там куда-нибудь на поиски оленей, да, которые отделились олени, ну, либо на охоту. Мы с охоты приезжаем, конечно, и так очень вкусно пахнет с палатки, вот прям. Ты уже чувствуешь и подъезжаешь, что уже возле дома. То есть даже когда была незнакомая мне местность, я уже чувствовал этот запах. Мама готовит очень что-то, постоянно что-то вкусненькое, и я уже понимаю, что мы подъезжаем домой. Мама чебуреки готовила очень хорошо на печи, из мучного, с оленьим мясом. Вот. И рыбу жареную очень хорошо готовила. Пельмени из мучного сладкого хвороста, ландорики называется, пирожки. Мама все умеет готовить. В свободное время ходила на рыбалку. То есть у нас и речка прямо вот возле палатки стоит. И по этой речке либо вверх идет рыбачить, либо вниз. В любом случае приносила на обед по-любому. Потому что рыбы много у нас в водостаде. Большие, хариуза, вот, в основном. Были собаки, которые сопровождали маму постоянно. Вот. Потому что зверей там много вокруг. Имеется в виду медведь, самый опасный хищник. Мама вообще, она мне солдат с юга. Отправляли в то время молодых специалистов, ветеринаров в разные уголки этих Оленстада. Вот. И маму отправили как раз солдата на север, село Тополиное. Так повстречались родители Петра, поженились, родили 4 сыновей, таких же бесстрашных и трудолюбивых, как их отец. Старший брат Альберт Евгеньевич Погадаев, чемпион мира по лассо, средний Станислав Евгеньевич Погадаев, оленевод в данное время. И младший брат Валерий Евгеньевич Погадаев работает дорожником. Мы выросли в село Тополиное. Это маленький поселок из 800 человек. Мы лето уезжали в Оленстадо, в тайгу. Нам задавали задания на лето. Осенью приезжали, и осенью в сентябре в школу. И до апреля месяца мы находились в село Тополиное, да, учились. Мама была с нами, а папа в стадии один оставался постоянно. Но зимой приезжал на оленях, вот, на Новый год. Скучали очень сильно по папе. Даже когда уезжали, улетали, раньше вертолет летал по стадам, и очень было скучно, ну, то есть грустно оставлять папу одного, всей семьей уезжаем, вот. Ну, нам что делать, нам научиться надо, поэтому. Ну, мы были в гармонии, вообще в любви, всей семьей.
Папа был спокойным, очень таким мудрым. Очень любил детей, и дети его очень сильно любили, даже чужие. Все. Собирал очень много вокруг себя детей. У него такая энергетика была, такая очень детская, ну, то есть такая сильная энергетика притягивала детей к папе. Папа был веселым, рассказывал анекдоты всякие разные, очень много. И вокруг папы собирались дети, и там вся палатка смеялась, то есть постоянно. Постоянно подшучивал, очень весело было с ним находиться. Был добрым, спокойным очень. И в оленя играли, вот, рога арканили, ставили рога и их арканили. Соревнования устраивали постоянно, кто больше поймает. С братьями, с папой все впятером. А потом, когда после оленей с папой, складывали камни и обкидывали тоже. Кто попадет, там вот такие интересные. И также гонки верхом на олене. Верхом на олене скакали по полю. Кто первый до дома прискачет, там, или какие-то делали эти ставки, как бы, кто что будет делать, если проиграет. Вот. В футбол играли вообще. Там же у нас несколько бригад, несколько семей. Было 2 команды. Это взрослые играли против школьников. Мы в выходные все собирались и играли в футбол. Но мяча у нас не было. И вместо мяча у нас была шляпа, забитая вещами. Этой шляпой, которая была забита всякими шапками вязаными, весенними, вот это такие круглые. Помню, наш бригадир Игорь Иванович Голиков был бригадиром в то время стада. Игорь Иванович кто-то пнул, и этот мяч оказался посередине поля. И он пнул мяч, промазал, а под мячом был камень, торчал такой. И он себе палец сломал, и это ноготь, то есть было вообще смешно было это вообще момент, помню. Лет в 11-12 я вольной борьбой занимался. Со всеми братьями ходили на вольную борьбу. Потом что-то у меня был большой перерыв какой-то. Вот. А после я занимался многоборьем, северное многоборье. Занимал там в своем селе, там, по бегу, 1 место с палкой занимал, помню. Ну, бег у меня хорошо удавался. Прыжки через нарту, ну там тяжело было, тяжеловато. Чисто занимался для поддержки своего внутреннего выносливости, физического здоровья. Но в глубине души все равно вот это хотелось музыка вот всегда она мне была. Ну, хотел я просто петь, выступать. Музыка — это тончайшая материя, говорящая напрямую с душой человека. Когда музыка живет в сердце, то все прочее исчезает. Нечто подобное было и в жизни Петра. Он так сильно мечтал петь и играть на гитаре, что все остальное ушло на второй план. Гитару мне подарила мама. То есть мы пошли, у нас там есть магазины, где продавали одежду дома. Даже сейчас продают до сих пор одежду дома. И приехав с тайги, мы пошли с мамой в магазин покупать, помню, мне одежду на школу. По-моему, куртку покупали или что-то такое, свитер, по-моему. И там висела обычная гитара, дамская гитара, красного цвета, помню. Я на нее смотрел, конечно. А мама говорила, вот тебе вот эта куртка нравится? А я говорю, не знаю. И смотрел на гитару только. Вот. Она такая красивая была, просто так, ну, вид был красивый. Вот. И она стоила 2000 рублей. Я говорю, маме, купи. То есть я могу в старой одежде походить, а купи мне гитару. То есть он все равно купил мне куртку и гитару. Как только я его взял, просто у меня было очень огромное желание научиться. Принес домой и думал, так, если мне надо научиться играть на гитаре, то мне нужно ее сперва настроить. В то время как раз приехал оленевод, сосед, он жил вверху, над нами.
И он был как раз дома. Вот. Я помню, что он где-то там на улице играл там на гитаре. Потом подумал, пойду-ка я к нему с гитарой, пусть он там оценит, как я гитару купил, какая она, ну, и заодно настроит. Вот, пришел к нему, и мы там, я ему говорю: Дмитрий, настройте мне, пожалуйста, гитару, а то я не умею играть, и покажите, пожалуйста, какие песни там вы знаете. Вот. И он, пойдем, меня позвал в зал, и мы там сидели, и он настроил очень быстро, по слуху, без метронома, без ничего, так чисто на свой слух построил эту гитару. И помню, он пел песню, первую песню он мне спел, песню Мумий-тролля «Владивосток 2000». А он так интересно, так хорошо он пел, его тоже нету, Царства Небесного, тоже живых нет его. И он пел этот «Владивосток 2000», Мумий-тролля, потом Агата Кристи «Сказочная тайга», вот это. Я вот смотрел на него, он там чуть поиграл, мне отдал, и все. Я сразу домой и учиться дальше. Вот и там стал учить аккорды. Было очень тяжело, гитара была не для меня, не подходящая как раз, не для начинающих. Были очень крепкие струны, помню. Я их зажимал, мне пальцы уставали прямо сильно. Но я все равно не терял надежду научиться, что я научусь. У меня была цель, поставил цель, что я буду играть и петь для мамы, для своих, для папы. А у ребят, моих ровесников, были такие книжки «Самоучители». И там они с песнями, с аккордами, все. Я как-то одолжил своего одноклассника, одноклассник был, да. И он мне дал несколько самоучителей, там штук 3, наверное, там все рок. Я сразу же нашел песню «Звезда по имени Солнце». Одеялом лоскутным на ней город в дорожной петле, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом желтый дым, городу 2000 лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце. Я волосы отрастил как раз, и у меня была, то есть, типа, схожесть такая, типа, была. Я фанател очень сильно. Братья говорили: похож, давай Цоя. Вот. Любой праздник Цоя, давай, пой, постоянно. Любые дни рождения на природу, Цоя будем петь. Говорили нормально сперва, нормально. Это слово «нормально» для меня, это ненормально, то есть, поэтому я стремился, чтобы не было вот этого слова, что ненормально, а должно быть хорошо. Они говорят, им нельзя рисковать, потому что у них есть то, что горит свет. И я не знаю точно, кто из нас прав, меня ждет на улице дождь, и ждет дома обед. Закрой за мной дверь, я ухожу. Закрой за мной дверь, я ухожу. Я после школы очень долгое время находился в селе своем. Там я подрабатывал на разных работах. Работ не было таковых, дворником там работал, допустим. Или там в котельной меняли котлы в какое-то время, я помню. Вот. Работал пекарем, село Тополиное. Там, и все, типа 2 месяца, там 1,5 месяца. Вот. Какие работы были, там и работал. То есть доступные. А после уже задумал, что нужно куда-то стремиться, что-то вот. Как раз тогда техникум открылся, горно-геологический техникум, в поселок Хандыга, Тампонский район. Там стал учиться, учился год, но
пропусками, конечно. А на 3-м этаже постоянно играла группа. Местная хандовская группа, которая выступала как раз таки. Они учились геодезии, учился кто-то там, и кто-то программист был. И они играли постоянно на 3-м этаже песни. Вот. Я как-то услышал, и когда первый раз поступил, и спрашиваю там у ребят, а что там играют? А там музыканты местные. Я думаю, пойду посмотрю, что-то мне интересно. Это же круто, когда полный состав там играют, и барабаны звучат, и клавиатура, и бас-гитара, и вообще полный состав. Я прихожу, и там ребята стоят, играют, наблюдаю там. Вот. И мы с ними познакомился, и так потихоньку что-то спел я им песню, и им понравилось, давай поиграем. Ну и пошло-поехало. Вот. И я постоянно там зависал с ними, репетировал, зависал. Потом, когда учился, руководители наши сказали, что вот с каждой группы должны выступать, сегодня будет какой-то там концерт, там, посвященный тому нужно выступить. Вот. Я первые дни выступал сам, один выступал, на акустике пел песни. Вот. Им всем нравилось тоже, там все уже, наверное, стали уважать, что я там пою, оказывается, и вот. И потихоньку там уже с ребятами репетировали. Репетиции я не пропускал почти, можно сказать. Вот. Когда мы уже освоили всю программу, песни, там штук 10, у нас была небольшая программа, 12 песен, то нам нужно было сделать какой-то маленький тур по селам, по Тампонскому району, недалеко. Мы стали думать с ребятами, давайте сделаем там концерт, там. Нам нужен автобус, нам нужно поговорить с директором. Вот. Я, собственно, пошел к директору, мы с ним очень хорошо ладили, так как я уже где-то, наверное, полгода учился, по-моему. Вот, и он видел, что я выступаю, там, поддерживал так, морально поддерживал. Я к нему пришел и говорю, нам нужен автобус, мы поедем в Теплые Ключи, сделаем концерт. Вот, потом вернемся и поедем в Рискальжай. Мы поехали туда, там сыграли. То есть у нас было, по-моему, три села. Потом я подумал, что нужно двигаться дальше. То есть здесь в Хандыге нет возможности, то есть идти вперед. Нужно переехать в город Якутск. Вот. И там были тоже в городе Якутске были большие перемены. То я работал, то есть нужно было зарабатывать как-то где-то. И в то же время заниматься музыкой. Я подрабатывал диджеем с тамадой. Параллельно Петр выкладывал в социальные сети все свои песни. За относительно небольшой промежуток времени он набрал огромное количество просмотров. Однажды Петра заметили и пригласили в Москву, чтобы озвучить голосом Виктора Цоя все песни главного героя художественного фильма «Лето». ВКонтакте мне написал ассистент. Сказал, что мы хотим вас пригласить в ближайшее время, прямо в ближайшее время, вот, через 4 дня в Москву на прослушивание. Мы хотим вам предложить работу, принять участие в фильме «Лето». Вот. Я поехал буквально через 3 дня. Все согласовали, они мне купили билет в Москву, прилетел, привезли, познакомились. Вот. Я спел там пару песен, и режиссер сказал, все, да, работаем, круто. Эмоции такие зашкаливали, даже вот как-то вот очень было. Я сперва не верил, что это так происходит со мной, поэтому просто поехал. И оттуда позвонил маме, что я в Москве, а что там делаешь? Ну так, я говорю. Ничего себе, я обрадовался. После фильма «Лето» я вернулся в Якутск. Какое-то время подумал, обдумал, что нужно. И принял решение очень быстро, что нужно переехать в Москву или в Питер. Вот, и начинать
свою творческую деятельность. Приехав в Москву, Петру поступило предложение поучаствовать в трибьюте. Так называется запись музыкального альбома, посвященного творчеству какого-либо композитора, состоящего из его песен, записанных другими музыкантами. Конечно же, Петр стал исполнять репертуар Виктора Цоя. Как-то произошло, что там искали вокалиста на трибьют группы «Кино». Вот. И мы там собрали небольшую группу, то есть и стали работать, репетировать в Москве. Я переехал в Москву, репетировать и выступать по барам небольшим в Москве, в самой Москве. Крыши домов дрожат от тяжестью дней. Небесный пастух возьмет облака. Город стреляет, ночь дробью огней. Но ночь сильней, ее власть велика. Я ложится спать спокойного сна. Спокойная ночь. Я ложится спать спокойного сна. Спокойная ночь. А первый год я приехал, когда я уже понял, что подумал, что нужно вот и свои писать песни. То есть заниматься своим творчеством. Хочется что-то свое, что-то новое, потому что старое, это всегда останется в памяти людей. И старое не заменить на новое, поэтому решил, буду заниматься своим. Сегодня мы играем свое. У нас вышел мини-альбом буквально недавно. Вот. Это новый уровень. Делаю пока то, что нужно, то, что ближе к душе. Иногда в сердцах бывает боль, порой не любим новую роль. И задумавшись, глядим в небо, что если мир не одинок. Отношения к жизни так просты, братская дружба, нет вражды. А пока идем неизвестным путем, надеемся, нужный найдем. И сотворит чудеса тот, кто дойдет до конца. В венах кровь течет одна, а судьба так сильна. Для создания своих песен Петр все свои душевные силы черпает в основном на родине, ведь природа, как источник вдохновения, это самое лучшее средство для поиска новых идей. На родине я был почти 2 года назад, наверное, 1,5 года. Вот. Отдыхать на рыбалку, рыбачку. Конечно, в глубине души хочется поехать там, в Валенстадо, там, в тайгу, где прошло мое детство с братьями, с родителями. Туда хочется, да. Бывает такое, очень хочется поехать, посмотреть, вспоминать. Есть такое. Наедине с природой всегда хорошо. Находясь наедине с природой, ты просто живешь там, находишься в настоящем моменте. Никто не торопит, там, просто свободно там себя чувствуешь. Там гармония, любовь, чистота, то есть все спокойствие, божественное спокойствие. Быть спокойным значит быть счастливым.
Если человек обладает своим внутренним спокойствием, то в любой точке мира ему будет спокойно и хорошо. Созерцать природу и чувствовать колоссальное спокойствие научил сына отец, который, к сожалению, ушел совсем недавно, несколько лет назад. А вот любовь к музыке у Петра от мамы. Мама поет очень хорошо, на самом деле. Она тоже выступает на этих небольших сценках даже, ну и поет. Голос хороший у мамы. Но в клубе мама пела всегда, не помню. Якутские песни поет. Хорошо очень мама. Моя мама девиз «Движение – жизнь». Вот. Все будет хорошо. Не останавливайся. Двигаться, идти вперед, не сдаваться. Верить в себя. Но мама у меня такая конкретная. Ну, конечно, она немножко построже, чтобы никто не расслаблялся. Все делают, каждый делает свое дело. Мы с мамой всегда на связи. В любое время, если мама позвонит, я тоже перезваниваю сразу. Мама в детстве меня назвала Апатюня, старший Матаяна, я Апатюня, а еще Стас Расцеловайка, младший там Бле. Вот, она всех так назвала нас. Говорят, если человек плачет под музыку, вспоминая хорошие моменты, которые уже невозможно вернуть, значит, у него есть сердце, до которого можно достучаться. Петр Погадаев, восхищаясь творчеством Виктора Цоя, продолжает воспевать своего кумира, тем самым не давая людям забыть легендарного любимца публики. Вместе с тем Петр сам является замечательным автором-исполнителем. И все благодаря родителям. От папы ему досталось величественное спокойствие, а от мамы – ангельское терпение. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы.